Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикушара. Сейчас расскажем о самых главных событиях очень коротко. В Очимчире подвели итоги деятельности за прошлый год и 2 месяца текущего. Как соблюдаются правила вылова рыбы? Сотрудниками Комитета по экологии и российскими пограничниками в рейд отправилась наша съемочная группа. В Белгороде прошли открытый мастер-класс и праздничный концерт с участием Алисы Гицба и Надежды Сорокиной. %91 составило исполнение бюджета Очимчирского района за прошлый год. На заседании, состоявшемся с участием президента Бадры Гунба и вице-президента Беслана Бигвава, прошло заседание. Глава района Алхаз Кация представил отчет о социально-экономическом развитии региона за прошлый и за 2 месяца текущего года. Все подробности в материале Гугуцы Вардани. Исполнение бюджета Очимчирского района за 2025 год составило 91,4% при плане в более чем 612 миллионов рублей. Фактически освоено 559 миллионов. Расходы в основном были направлены на социальные нужды – здравоохранение, культуру, молодежную политику и спорт. Особое внимание уделено адресной поддержке граждан. Около 1 миллиона рублей выделено на социальные меры и более 3 миллионов на оплату лечения жителей за пределами республики. А культура общая зоштин вижаха миллион назикмат. А бюрцера, а спорт, а чар, а политика, а гана хала же миллион худжик яцны наштын. А у абсыра, а социал цхыра арарытра акушав миллион и она мадане зоштин. Алхаз Кация добавил, что невыполнение бюджета района на 52 миллиона рублей связано с итогами путины. Рыбы в 2025 году в акватории было мало, и перерабатывающие предприятия не смогли выполнить налоговые обязательства. Дотации из республиканского бюджета Очимчирскому району составили 146 миллионов рублей. Еще 183 миллиона субсидий Российской Федерации. Оплата за электроэнергию в Очимчирском районе за 2025 год составила 32,5%, сообщил руководитель филиала РУП Черноморэнерго Роберт Шингба. В прошлом году в районе установлено 1100 новых счетчиков. За прошедший 25 год в районе было установлено 350 опор по линии 10 тысяч киловольт и 370 опор по 0,4 киловольт. Было подвешено провода АЭС 37 700 метров, а также провода СИП 38 650 метров. В 2025 году в Очимчирском районе было зарегистрировано 43 преступления, включая 11 тяжких. Все раскрыты. Произошло 24 ДТП, из них 10 со смертельным исходом. Погибли 12 человек. За год зафиксировано 1516 нарушений ПДД. Почти все школы Очимчирского района укомплектованы преподавателями, сообщил начальник районного отдела образования Тимур Гиндия. В 2 школах не хватает учителей физики, в 1 химии. Гиндия отметил снижение числа школьников из-за перевода многих в лицей-интернат. В рамках встречи президент подчеркнул, что обеспечение безопасности Абхазии – первоочередная задача. На расширенном собрании в Очимчирском районе Бадра Гунба отметил сохраняющиеся реваншистские настроения Грузии и помощь ей других стран. Для решения важных проблем необходим системный подход и единство власти с народом, готовым противостоять врагу. Азцарақәа ируакәу ирхадоу уи ҳҳәынҭқарра ашәарҭадара ахьчара ижәдыруа ҳгәылацәа изҿыз аус заанарымкыло ижәдыруа ироуа ацхыраара ду еиуеиԥшым аҳәынҭқарра дуқәа рҟынтәи дара ргәы ишаанаго ала мышкымзар мышкы игьежьны рызҵаарақәа Аԥсны ирӡбып ҳәа абас шьаҭанкыла системала азнеира иаҿуп. Ари ашәарҭа иахьакәымзар уаҵәы иҳазцәырҵыр алшоит. Ҳазыҟаҵазароуп, ҳазыԥшызароуп, ҳазыхиазароуп арҭ азҵаарақәа аҿагылара.
Еще одной важной задачей президент назвал поддержку сел с культурными и историческими ценностями. 2026 объявлен годом села, в течение которого определят направление системной помощи и необходимые ресурсы. Кроме того, на ремонт дорог Очимчирскому району будет выделено 269 миллионов рублей. В завершении встречи у каждого из членов актива была возможность задать вопросы главе государства. Они касались энергетики, дорог, образовательных учреждений и спорта. Речь зашла и о реконструкции стадиона имени Виталия Дороселия ко дню рождения знаменитого футболиста. Хочется сказать о наболевшем, о нашем стадионе. Реконструкция стадиона. Понятно, что возникает вопрос логически, почему, допустим, ни ГАУ, ни Афон, ни Будаута, если бы не одно знаковое событие. В следующем году исполняется 70 лет легендарному абхазскому футболисту Виталию Дороселия. И он звезда, может быть, если не мирового масштаба, но постсоветского пространства точно. И, как я понимаю, речь идет о рейтинге нашей страны на мировой арене. Единственное, что мы вас просим, еще раз, не побоюсь этого слова, тысячи болельщиков Верцах, очимчирцев посетить сегодня стадион имени Виталия Дороселия. После совещания глава государства Бадра Гунбай и вице-премьер Беслан Бигвава вместе с членами актива Очимчирского района отправились на стадион, где обсудили дальнейшие действия по ремонту объекта. Местные жители своими силами не раз пытались его отремонтировать, но средств недостаточно, поэтому обратились к президенту. Бадра Гунба пообещал поддержать горожан в этом вопросе. Условия, которые возможно, учитывая, что в следующем году мы будем праздновать юбилей Виталия Дороселия, конечно же, привести в порядок стадион. Я тоже так же считаю, как и вы. Необходимо это проводить в его родном городе, в городе, где он жил. Конечно же, учитывая те сметы, которые уже подсчитаны, обещать, что мы к этому времени успеем все, но это нечестно будет, это неправда. Мы можем разбить на этапы то, что мы должны будем сделать. Давайте к следующему году попробуем привести трибуны в порядок, привести внешний вид по периметру, значит, стадиона. И следующим этапом уже будем думать о самом настиле, газоне. Сядем, поработаем с документами, посмотрим, какие суммы и какие затраты мы можем понести. Реконструкция стадиона будет проводиться поэтапно. Гуца Вардани, Алексей Гухава, Юрий Арцебашев, Абхазское телевидение. 11 марта днем в Абхазии был объявлен режим беспилотной опасности. Минобороны информирует, что силы ПВО и дежурные подразделения вооруженных сил контролируют воздушное пространство республики. Однако во избежание несчастных случаев просят граждан соблюдать меры безопасности. В случае, если вы заметили БПЛА, немедленно покиньте открытую местность. Отойдите на расстоянии не менее 100 метров за ближайшие здания или деревья. Не находитесь в прямой видимости летательного аппарата. Предупредите об опасности окружающих. Не пытайтесь сбить аппарат подручными средствами и не прикасайтесь к обломкам. Они могут быть заминированы либо содержать радиоактивные вещества. При обнаружении БПЛА или его фрагментов немедленно сообщите по телефону 274 40 10 951 10 76. 12-й день войны с Ираном. На данный момент 1300 мирных жителей погибли, повреждены или разрушены в результате ударов со стороны США и Израиля 9700 гражданских объектов. Американские законодатели так или и не получили разъяснения по поводу целей и сроков военной операции США в Иране. 10 марта прошел закрытый брифинг администрации Трампа в Сенате США. Представители обеих партий признали отсутствие у Белого дома конкретного плана. А сенатор-демократ Ричард Блюменталь и вовсе признался, что Америка приближается к полноценной наземной операции. Я вышел после этого брифинга, откровенно говоря, более разочарованным и раздраженным, чем после любого другого брифинга за мои 15 лет работы в Сенате. У меня осталось больше вопросов, чем ответов, особенно по вопросу стоимости этой войны.
На мои вопросы не ответили. И я буду требовать ответы, потому что американский народ имеет право знать. Больше всего меня беспокоит угроза для жизни американцев из-за возможной отправки наших сыновей и дочерей в Иран. Похоже, мы движемся по пути, который может привести к размещению американских войск на территории Ирана для достижения каких-то предполагаемых целей этой операции. Поэтому американский народ заслуживает знать больше, чем сообщила эта администрация. Какова реальная цена войны и какая опасность грозит нашим сыновьям и дочерям из числа военнослужащих? На фоне тревожных сообщений о возможном наземном вторжении Тегеран продолжает хоронить жертв американо-израильских ударов. Так, во вторник в центре иранской столицы прошла траурная церемония. С места событий передает глава иранского бюро RT. Я нахожусь сейчас в самом сердце Тегерана, на площади Энгелаб. Люди, которых вы видите, пришли проститься с высокопоставленными военачальниками. На данный момент это уже не просто церемония. Атмосфера наполнена гневом и скорбью, но также чувством единства. Здесь собрались люди из всех слоев общества, чтобы донести одно единственное послание — месть. За моей спиной слышны скандирования «Смерть Америке». Скажите, почему вы пришли сюда сегодня? Мы пришли отдать дань уважения мученикам. Следуя приказам верховного лидера, мы всегда будем здесь. США всегда были детоубийцами. Они всегда твердили нам, что не причинят вреда народу Ирана. Так почему же вы лжете? Постоянно всех запугиваете и нападаете. Зачем лгать и говорить «я не причиню вреда иранскому народу»? Смерть Америки. Мы пришли проститься с мучениками на их похороны. Мы здесь, чтобы показать, что их знамя не падет. Мы поддерживаем их дело и поднимаем их флаг. После убийства этих военачальников в результате ударов США и Израиля на прошлой неделе были назначены новые командиры, и расклад сил в регионе перешел в новую фазу. Несмотря на то, что люди проводят свои обряды в этом относительном затишье, слышен гул истребителей. Также поступают сообщения, что в районе площади Азади в Тегеране, которая находится недалеко отсюда, были нанесены авиаудары. Несмотря на продолжающиеся атаки, никто не расходится. Присутствие этой толпы посылает ясный сигнал Америке и Израилю. Мы не сдадимся. Но главный вопрос в том, могут ли эти похороны стать началом бури для Америки и Израиля. Ответ мы узнаем в ближайшие дни. Кадры из Тегерана только подтверждают ошибочность стратегии администрации Трампа. Тем более, что сами власти Ирана заявили о том, что о переговорах с США не может быть и речи. Подробнее в материале Аэлиты Арутюнян. Я не думаю, что вопрос о переговорах с США будет рассматриваться снова, потому что у нас очень плохой опыт в этих переговорах. Мы вели переговоры с ними в прошлом году, в июне, и они нас атаковали посреди переговоров. В этом году они пытались нас убедить, что в этот раз точно не нападут. Глава МИД Ирана не первый человек, кто заявляет о невозможности переговоров с США. Так, советник по внешней политике при канцелярии верховного лидера Камаль Харади заявил, что Трамп обманывал других и не выполнял своих обещаний. А с Ираном это произошло уже дважды. Сперва переговоры, потом удары, ведь именно это стало прологом к событиям последних 12 дней. Но удары по гражданскому населению привели только к противоположному результату. Вместо дестабилизации и сплочения иранского народа. Абсолютно не то, на что рассчитывал Трамп. Однако этого Вашингтону мало. Трамп говорит, что Иран сам бьет по своим гражданским. Учитывая то, что я видел, это сделал Иран. Господин Хексет, это правда? Это сделал Иран? Мы, конечно, проводим расследование. Вы все еще проводите расследование, но единственный, кто нацеливается на гражданские объекты, это Иран. Президент США также внезапно сообщил о скором окончании войны. Однако в корпусе стражи исламской революции это назвали абсурдом, а самого Трампа назвали преступником. Политолог Максим Гвинджи считает, что действия США и Израиля еще больше сплотили иранский народ, а не наоборот. Были заявлены цели этой операции, этой войны, смена режима, свержение власти в Иране. Скорее всего, удар по школе целенаправленно, а может ошибочно, неважно, был нанесен. Теперь США и Израиль рассчитывают на то, что обвинят власти Ирана, и якобы народ, возмутившись, попытается свергнуть власть в стране. Ну, как бы цели этой операции американской, израильской, они были известны всем с самого начала.
Вот. Здесь я хочу, конечно, более углубиться в тему смены режима. Почему смена режима? Почему это так важно? Якобы какая-то демократизация может произойти в Иране, в котором народ якобы свергнет власть. Кстати, действия США и Израиля повлекли за собой обратный эффект. Народ, наоборот, сплотился вокруг убитых лидеров, убитой власти, убитых девочек в этой школе. И сейчас, конечно, и США, и Израиль отвергают свою причастность, но уже это было давным-давно доказано, все это знают. Но, в принципе, это не первый случай, когда США убивают мирных жителей. Такие случаи были уже давно. Помимо убийства обычных граждан, США убили и верховного лидера Ирана. Но и это не привело к коллапсу страны. За убийство Хаминеи последовали выборы нового аятоллы. Им стал сын предыдущего верховного лидера. Люди в Иране вышли на улицы и выразили полную поддержку новому правителю. Однако Трамп продолжает надеяться на иранцев и что они свергнут власть. А для вновь избранного аятоллы он ждет той же участи, что и для предыдущего. Господин президент, а что по новому аятолле? Нужно ли его устранять? Он находится в списке целей? Я бы не хотел об этом говорить, но я очень расстроен, что его выбрали, потому что это не избавит страну от предыдущих проблем. Поэтому я разочарован их выбором. Эта цель смены режима подразумевает под собой, так сказать, федерализацию Ирана. Но это будет не федерализация, конечно, это будет расщепление, разрушение целого государства, древнего государства с историей. В Иране проживает очень много разных народов. И минимум 4 из них очень многочисленные. И минимум 4 из них претендуют на исторические территории, на которых они хотят построить собственные государства. В этом случае, при разрушении Ирана, мы можем увидеть внутренние войны внутри Ирана, которые будут вести народы, проживающие там, требующие независимости. Скорее всего, это повлечет за собой долгосрочный хаос в том регионе. Во-первых, мало того, это будут войны, так сказать, за независимость. Во-вторых, вполне вероятно, что эти народы начнут воевать и между собой. На фоне несостоявшегося блицкрига в США уже заговорили о возможности наземной операции. Очевидно, что если она произойдет, вряд ли народ Ирана побежит с цветами к американским солдатам. А наглядная консолидация иранского общества только подтверждает этот тезис. Стратегия, при которой одна страна бомбит мирных жителей другой и просит их помочь свергнуть власть, вызывает лишь обратный эффект. Аэлита Арутюнян, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Показ документального фильма «Донбасс. Путь к миру» и выставка «Я знаю правду о войне» состоялись в лицее-интернате Сухума. Фильм повествует об истории Донбасса, тернистом пути возвращения этого региона в состав России и о том, как это восприняли местные жители, как они переживают военную агрессию со стороны ВСУ. Репортаж Миланы Агерба. Документальный фильм российского режиссера и продюсера Николая Горнакова «Донбасс. Путь к миру» глубоко исследует общую историю России и Донбасса. Картина показывает всестороннее участие страны в жизни региона на ключевых этапах в период его формирования, послевоенного восстановления и в рамках текущих работ по возрождению. Дать учащимся представление о происходящих событиях, их причинах, а также показать, как абхазские и российские военные плечом к плечу отстаивают интересы народа Донбасса. Такова главная цель этого мероприятия. Именно в этом фильме сегодня, который будет показан, там будут представлены и позиции обычных школьников, и экспертов, историков, почему Донбасс является частью России, откуда эти истоки идут, да? Поэтому я думаю, что непосредственно ознакомление с этими фильмами помогут понять суть происходящих событий и понять, почему старшие воюют вместе с нашими ребятами на линии фронта. Серия кинопоказов стартовала на площадке дирекции Международного фестиваля молодежи в кампусе ОГУ.
с фильма «Буханка». В рамках мероприятия при поддержке Министерства просвещения Республики представительства Россотрудничества также организовало выставку рисунков, посвященную данной тематике. В течение мероприятия любой желающий мог проголосовать за понравившуюся работу. По итогам голосования были определены имена 3 победителей. Ими стали Хаджарат Парцхалия, Нестор Агарба, Александр Греблев. В рамках мероприятия ученику 4 класса Сухумского лицея-интерната Нестору Агарба был вручен диплом за 2 место в выставке рисунков, приуроченной к Дню защитника Отечества и 4-й годовщины начала СВО. Милана Агарба, Давид Хашик, Абхазское телевидение. ЦИК зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Ишсоу Дочи кандидатом в депутаты Народного собрания по избирательному округу номер 34 Ткварчалский. Повторные выборы в этом округе и в округе номер 30 Кутолский пройдут 18 апреля. В столицу Абхазии прибыла очередная партия материалов для обновления набережной Диоскуров. Груз весом 20 тонн доставлен из Башкортостана, который выступает одним из ключевых участников масштабного проекта. В Сухум пришли составные части гранитных фонарей. Представитель компании-поставщика Сергей Веретенников рассказал, что работа идет в интенсивном режиме. По его словам, производство на заводе организовано круглосуточно, без выходных. Это необходимо, чтобы строго соблюсти все графики поставок и обеспечить своевременное завершение строительных работ. Реконструкция набережной Сухума ведется при поддержке нескольких регионов России и абхазского бизнеса. Участки работ закреплены за Татарстаном, Башкортостаном, а также Сухумским аэропортом и предпринимателями. Завод работает круглосуточно, без выходных. Работаем в полную силу для того, чтобы соблюсти все графики поставки, чтобы строительство набережной было выполнено в срок. В этот раз пришли составные части фонаря в количестве 20 тонн в общей массе. Гранит пришел очень красивый, хорошего качества. Я думаю, что горожане и гости столицы оценят качество этого гранита. Зимне-весенняя путина в разгаре. Выловлено 37 тысяч тонн. Однако путина – это не только рейдовое мероприятие, но и контроль. Вылов рыбы во время путины в Абхазии контролируется Государственным комитетом по экологии и охране природы. Для контроля процесса сотрудники комитета вместе с российскими пограничниками проводят рейды на сторожевых катерах погрануправления ФСБ России. В одном из таких рейдов побывала наша съемочная группа. Весна, холодное море у берегов Абхазии в это время года пахнет не только штормом, но и большой рыбой. Для сотен людей период с декабря по март – самая жаркая пора. Зимне-весенняя путина в разгаре. Главный герой сезона – хамса. Эту маленькую рыбу здесь называют серебристым золотом, и охота на него идет круглосуточно. Основные события разворачиваются в акватории от Сухума до Очамчиры. В море выходят десятки судов. Процесс отлажен до автоматизма. Эхолоты находят косяк, закидывается невод. И через несколько часов тонны живого серебра оказываются на борту. Когда на кону тысячи тонн серебристого золота и немалая прибыль, искушение нарушить правила игры возрастает в разы. За каждым выходом сейнера в море следят не только эхолоты, но и зоркое око инспекции. Вылов рыбы во время путины в Абхазии контролируется Государственным комитетом по экологии и охране природы Абхазии. Для контроля процесса сотрудники комитета вместе с российскими пограничниками проводят рейды на сторожевых катерах погрануправления ФСБ России. В этом году, если есть кое-какие нарушения, то нарушения незначительного характера, типа нарушения лова рыбы в запрещенных местах. Это устья крупных рек и 50-метровой зоны. Если таковые имеются, то мы подвергаем их штрафу, который они оплачивают до завершения путины, до отъезда. Если есть нарушение и не оплачен штраф, то по завершению путины их могут и не выпустить. Но сам штраф небольшой, но если
на борту оказывается рыба, при этом корабль находится в запретной зоне, то тут высчитывается еще за нанесенный ущерб окружающей среде. А это умножается на коэффициент, и получается достаточно большой объем. Если на борту 5 тонн рыбы, скажем, тогда при нарушении мы вычисляем ее по определенной формуле и, применяя коэффициент, получается 60 тысяч рублей. Проверка на борту занимает около часа. За день инспекторы успевают осмотреть около 10 судов. Прямо из порта улов отправляется на перерабатывающие заводы. Здесь работают современные предприятия по производству рыбной муки и рыбьего жира. Их в республике 10. Надо сказать, что 35 тысяч тонн – это был первоначально разрешимый объем, которым был утвержден Кабинетом министров. Потому как была освоена эта сумма, Кабинет министров принял по нашему представлению на 30 тысяч тонн еще дополнительный объем. Но на сегодняшний день наши предприятия выловили уже 37 тысяч тонн из 65 разрешенных. Я думаю, что те показатели, которые были в бюджете формирования в доходной части бюджета утверждены в сумме 90 миллионов, это составляло 45 тысяч тонн, они будут исполнены. То есть дефицита в этой статье не будет. Вообще изначально было не более 5 заводов разрешенных. Это по тем данным, которые считаются для Абхазии приемлемыми. То есть один завод должен выработать, переработать не менее 5-7 тысяч тонн для того, чтобы он стал высокорентабельным и приносил доходы заводу, предприятию, и районам, и бюджету. И поэтому наличие других заводов и более других заводов, оно будет влиять на именно рентабельность других экономик этих предприятий. Надо сказать, что и в этом году Путина состоится, и поэтому заводы фактически будут хотя бы рентабельны хотя бы в этом году. Но стоимость платы за биоресурсы, то, что считается определенными структурами, что это заниженная цена, 2000 рублей за тонну, мы с этим не согласны, потому как эта цена формируется из общей стоимости самой продукции рыбы, товарной рыбы, которая употребляется в пищу в России. Оно в общем составляет 25-30 рублей. То, что у нас сегодня на рынке 100-150 рублей продается, это нерегулируемые и маленькие объемы, и потому исходить из этого практически невозможно. Но 10% от этой стоимости как раз составляет 2000 рублей. И это в целом составляет, если мы 35-40 тысяч тонн в этом году выловим, 90-100-120 миллионов практически в бюджет попадают из платы биоресурсов. А в Ачимчирский район попадает средства бюджета подоходных налогов от деятельности этих предприятий. Вот в сумме 70 и более миллионов в виде налогов, различных видов налогов попадает в бюджет Ачимчирского района. Зимне-весенняя путина обычно заканчивается к концу марта, а пока что рейдовые мероприятия в море продолжаются. Гугут Савардани, Ахрам Ичба, Абхазское телевидение. В рамках второго этапа проекта «Музыка. Диалог без расстояний и границ» в Белгородской государственной филармонии прошли открытый мастер-класс и праздничный концерт. В программе приняли участие Белгородский академический русский оркестр, а также солистки Алиса Гицба и Надежда Сорокина. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив и правительства Абхазии. Шазина Ханагу расскажет, как все прошло. В атмосферу органного зала проникли ноты вдохновения и мастерства. Здесь Алиса Гицба раскрыла тайны академического пения. Народная артистка Абхазии, заслуженная артистка России и солистка Геликон оперы поделилась с молодыми вокалистами секретами, которые помогают превращать звук в искусство. 10 активных вокалистов погрузились в увлекательный мир вокала, а более 30 зрителей стали соучастниками этого творческого открытия. Мастер-класс стал настоящим музыкальным путешествием, где каждый мог сделать шаг к вершинам собственного вокального мастерства. Чтобы вот это вот было бесконечное легато. Для этого нужно больше тянуть гласные. Вот обопритесь на «к». Нет, еще.
Да. Вот. Да. И вот на этом ощущении, вот зевка, вот это и пойте дальше. В вихре музыки и света, когда каждый звук наполнялся трепетом и глубиной, в Большом зале филармонии развернулась настоящая магия. Концерт, в каждом звуке – любовь. Зал заполнен до аншлага, и более 500 слушателей окунулись в океан музыкальной красоты вместе с Белгородским академическим русским оркестром под чутким руководством маэстро Евгения Олешникова. На сцене блистали солистки вечера Алиса Гицба и Надежда Сорокина, лауреат конкурса лаборатории Алисы Гицба 2025 года. Их голоса сплелись в гармонии с произведениями, унося каждого в путешествие по лабиринтам чувств и вдохновения. В этот вечер музыка говорит на языке сердца, и каждый услышал в ней самое главное – любовь, живущую в каждом звуке. Меня переполняют эмоции, потому что сочетание тембров Белгородского академического русского оркестра и прекрасной солистки Алисы Гицбы, я в первую очередь хочу ее отметить, потому что, во-первых, итальянский репертуар, это итальянское произношение, утонченное, элегантное, невероятно красивое. Ну и, конечно, другую сторону этого репертуара хочу отметить в романсе Михаила Ивановича Глинки «Не искушай меня без нужды». Русская песенность, кантиленность, невероятная лирика. Спасибо за прекрасный репертуар. Сказать, что я в восторге, это не сказать ничего. Меня бьют мурашки от начала до конца. В каждой песне, в каждой мелодии, в каждом тембре, в каждом вообще. Я не могу передать словами, какой восторг слушать этих див. Алиса Гицба отметила, что возвращение в Белгород для нее всегда особенное событие. Еще в прошлом году она была поражена полным залом, несмотря на сложную обстановку. В рамках партнерства с филармонией был проведен не только концерт, но и мастер-класс лаборатории. С активными участниками работали над техникой исполнения и над художественной стороной, от дикции до глубокого погружения в образ. Интерес к мероприятию подтвердил, что культура сегодня необходима людям как никогда. Алиса Гицба пожелала всем участникам творческих и профессиональных успехов, а жителям Белгорода терпения и стойкости. Президентский фонд культурных инициатив и правительство Абхазии за поддержку нашего проекта. И мы ждем вас всегда. У нас очень много концертов. Пожалуйста, следите за нашими новостями ВКонтакте, в Телеграме. Гастрольный график лаборатории продолжается. Впереди выступления и мастер-классы в Нижнем Новгороде, Казани и Москве. Завершающие аккорды сезона прозвучат в июне в Абхазии. Действительно, концерт отвечает своему названию. В каждом звуке любовь. Атмосфера концерта невероятная. Большое спасибо солисткам, что они приехали к нам в город, подарили нам свое искусство. Международный конкурс «Лаборатория» Алисы Гицба. Музыка, диалог без расстояний и границ. Ежегодное событие для вокалистов академического направления и концертмейстеров. В 2025 году очные прослушивания прошли в Москве и Сухуме с 12 по 22 октября, собрав более 200 заявок из 8 стран. По итогам конкурса лауреатами в 3 основных номинациях стали 18 исполнителей. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Республики Абхазия. Шазина Ханагуа, Абхазское телевидение. 12 марта с полуночи до 21 часа Сухум останется без воды. Отключение связано с подключением нового водопровода на улице Басари, сообщили в столичном водоканале. Оно затронет Нагорную и центральную части города, улицу Эшба, Старый поселок, район рынка Маяка и Виема. А сейчас расскажем о погоде. В четверг, 12 марта, в Абхазии не ожидается осадков. Температура воздуха ночью 1,6, днем 10-15 градусов тепла. Температура морской воды плюс 9 градусов. На этом информационный выпуск Амшик Шара подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. До свидания.